Интинская гимназия номер 2 приступила к реализации проекта «Народный бюджет». Образовательная организация ранее разработала инициативу, провела собрание, получила одобрение горожан и успешно прошла республиканский отбор. Совсем скоро осуществится давняя мечта педагогического коллектива. На первом этаже учебного заведения будут заменены 15 старых окон. Елена Кононова о том, как народные инициативы находят поддержку властей. Каникулы на дворе и самое время приводить учебное заведение в порядок. В этом кабинете занимаются третьеклассники. Зимой здесь порой бывало довольно прохладно. Старые деревянные рамы, установленные еще несколько десятилетий назад, давно пришли в негодность. И вот они демонтированы. На их месте красуются новенькие белоснежные стеклопакеты. Холодно в аудиториях было из-за окна. Несмотря на то, что мы утепляли каждую зиму, но в кабинетах было холодно. Всего благодаря проекту «Народный бюджет» у образовательной организации появилась возможность приобрести и установить 15 новых стеклопакетов в 5 кабинетах. Все они для учащихся начального звена. В одном из классов работы уже близятся к завершению. Проект «Народный бюджет» – это так здорово, это такая хорошая программа, что у нас практически каждое образовательное учреждение пытается поучаствовать, пытается выиграть, разобраться. Может быть, не с первого раза получается, но вот надо отдать должное гимназии номер 2, что они второй раз заявляются с проектом по замене окон. В прошлом году не выиграли, не расстроились, не опустили руки, более внимательно подошли к оформлению документов и со своей настойчивостью они уже второй раз побеждают в этой программе. Аукцион на проведение работ по установке пластиковых окон гимназии номер 2 выиграла местная подрядная организация. Свою работу выполняет хорошо. Претензий к строителям у работников общеобразовательного учреждения и депутата Инты Марии Березиной, которая является куратором проекта, нет. По контракту специалисты должны завершить все работы до 16 июля, но подрядчик намерен уложиться раньше установленных сроков. Замечаний по работе нет. Ребята работают слаженно. У нас технический надзор осуществляет служба заказчика, то есть специалист. То есть все этапы проведения работ мы контролируем с самого начала. То есть снятие окон, установка, утепление, то есть кирпичная кладка. То есть все этапы мы контролируем. В проекте «Народный бюджет» принимает активное участие не только взрослые, но и дети. В прошлом году интинские школьники разработали несколько проектов и представили их на республиканском конкурсе школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе». Защита проекта проходила в формате видеоконференц-связи. Свои идеи презентовали 5 общеобразовательных организаций Инты, 2 и 3 гимназии, школы номер 5 и 8 и даже учебное заведение села Петрунь. В итоге 3 из них были поддержаны на региональном уровне. Впервые приняла участие и сразу же победила школа Петрунь. Они заявились с интересным проектом к столетию Республики Коми выпуск газеты. То есть им необходимо оборудование, идей много, рассказов о своих жителях, о своем селе, о новостях в селе очень много. Поэтому ребята предлагают выпускать газету, транслировать ее на базе своего села. В общем-то, уникальный проект, победили. На реализацию идей интинских старшеклассников из республиканского бюджета выделяется более 200 тысяч рублей. Часть средств добавит городская казна. В мэрии ребят готовы поддержать. Елена Кононова, Любовь Лапина, Татьяна Манова, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Инта.